В период с IV по VI век в хрониках появляется упоминание о крупном племени Теле, потомков Хунны. Они жили вдоль рек Ила, Архон и Селинга. Позже вошли в состав тюркского каганата. При династии Суй в 605 году они уже назывались Уйгуры-Хайхе. Уйгуры объединились с племенами Пугу, Тунла, Байорку и другими, образовав союз под общим названием Уйгуры-Хайхе. Уйгуры разбили восточный тюркский каганат и создали свой, Великий Уйгурский каганат. Позже, из-за засухи в степи и что в уйгурском каганате появился крайне непопулярный каган. Каганат распался в результате заговора подчиненных кагана с внешними врагами. После этого три группы уйгуров мигрировали на юг и на запад. Одна группа сначала основала государство в Ганчжоу, а затем продолжила движение на запад и основала Гаочанский Турфанский уйгурский каганат, который является предком современных уйгуров. В то время Турфанский уйгурский идикут поддерживал честные отношения с китайскими династиями Тан, 5 династий и Сун. О распада уйгурского каганата у каганов сохранялась родственная связь с императорским домом Тан. После основания государства Кидан и Лаа, уйгурские каганы основали уйгурский род императриц Саар империи Лаа. В период создания западного Лаа Турфанский идикут стал вассалом. Позже, между Гурханом западного Лаа и уйгурским турфанским эдикотом возникли разногласия, что крайне обострило противоречия между ними. В это время в истории появилась великая личность – Чингисхан. Когда его слава достигла турфанских уйгуров, местный правитель Идикут Борчук Арслан-хан решительно казнил чиновников Лаа и объявил о прекращении отношений с Лаа и решил перейти на сторону Чингисхана. В то время государство Чурчжэн и Цин находилось в периоде расцвета. Китайская Северная Сун уже пала, на юге существовала только Южная Сун, а Монголия, основавшая государство всего 4 года назад, как раз нуждалась в союзниках. Тогда Чингисхан отправил посла в Турфан. Увидев желание уйгурской страны присоединиться, он не только обрадовался, но и выдал свою дочь, принцессу Алтун-Беги, за уйгурского эдикута Борчука Арслан-хана. Однако свадьба принцессы Алтун-Беги долго не могла состояться, потому что у Борчука Арслан-хана уже была жена, отличавшаяся крайней ревностью и которая всеми способами препятствовала, чтобы муж взял еще одну жену. Только после ее смерти этот брак смог состояться. Но принцесса Алтун-Беги ждала слишком долго и вскоре умерла, а затем скончался и Борчук Арслан-хан. Таким образом, первый брачный союз между уйгурским правящим родом и чингизидами не состоялся. Однако это не повлияло на продолжение добрых отношений между уйгурским государством и монгольским. Преемника Идикута Кусмайна пригласили ко двору Монгольской империи по просьбе Угадей-хана, который обещал выдать за него принцессу, но Кусмайн умер до свадьбы, поэтому второй брачный союз тоже не состоялся. В то время войны были очень частыми, и турфанское уйгурское государство не могло их избежать. Трон постоянно переходил из рук в руки. Внутри Монголии также было неспокойно. Внук Угадея объединился с другими князьями, чтобы выступить против Хубалай-хана. В то время правителем турфанского уйгурского государства был Хаджар-Гул, правнук Борчука Арслан-хана, который активно поддерживал Хубалай-хана. Поэтому Хубалай выдал за него дочь, принцессу Бабаха. Хотя ему удалось породниться с династией Юань, противники Хубалай-хана продолжали доставлять ему неприятности, и он погиб в сражении во время нападения. После этого его малолетний сын Навранагул, желая отомстить за отца, отправился к Хубалаю просить о помощи. Хубалай был тронут его стремлением и обещал выдать за него внучку Угадера, принцессу Булахан. После смерти принцессы Булахан Хубалай выдал за него свою младшую сестру, принцессу Бабуша. Этот брак наконец принес результат. У них родились 2 сына, Тимур-Бука и Сунгатакин. После смерти принцессы Бабуша от болезни Навранагул женился на принцессе Юцичен. Эти 3 брака укрепили верность Навранагула монгольской династии Юань. Изначально он последовал воле Хубалай-хана и поселился в Юнчане. В 1286 году, когда в Тибете и Тукема произошло восстание, он получил приказ отправиться на подавление и оставался там более 20 лет. В этот период он своей властью и добродетелью удерживал повстанцев от легкомысленных действий, позволяя народу жить в мире. Когда он вернулся в Юнчан, ему была пожалована золотая печать Туду и титул четырехзвездного Туду. После восшествия на престол Буянта-хана он был возведен в ранг князя Гаочана. Его старший сын Тимур-Бука, рожденный монгольской принцессой Бабуша,
Также женился на монгольской принцессе Чингизидов и служил при дворе. После смерти Навранагула Тимурбука хотел уступить титул своему дяде, но дядя, будучи слишком скромным, ни в какую не соглашался. Тогда Тимурбука унаследовал титул Туду и князя Гаачана. Тимурбука был очень способным. Он не только управлял своим улусом, но и помог императору Буян-Тухану занять императорский трон, за что получал новые должности. Сначала он стал Кайфу и Тунсесанса, затем Шенгуцуем, позже Юйшидафу. Кроме того, он был весьма скромен и уступил свой княжеский титул единокровному младшему брату Санга Чекину. Между Турфанским уйгурским государством и Чингизидом династии Юань было 6 династических брачных союзов. Эти династические союзы с Чингизидом сравнимы с политическими браками между предками уйгуров Хунну и династии Хан, уйгурским каганатом и династией Тан. Таким образом, уйгуры из древнейших времен были связаны кровными узами по одной линии наследования с древнейшими императорскими домами Центральной Азии.